Каля 5000 людей у Беларуси хварэюць на сухоты. Штогод гэты дыягназ становіцца прычынай смерти каля 300 чалавек. І калі агульная колькасць захворвання паступова зніжаецца, то праблема лячэння асабліва складанай мультирезистентной формы по-ранейшым застаецца вострай. Появилась возможность внедрить новые методы и диагностики, и лечения туберкулеза. Это новые лекарственные препараты, которые поступают в нашу республику. И более 700 пациентов уже в настоящее время находятся на лечении. Эффективность этих новых схем очень высока, где-то более 90%. Уся дапамога, якая оказывается хворым на сухоты, бесплатно и финансуется с державного бюджета. Программа «Туберкулез» входит в нашу государственную программу «Здоровье народа и демографическая безопасность». То есть финансирование всех затрат, которые касаются фтизиатрической службы, берет на себя государство. И в настоящее время нам помогает глобальный фонд. Проблема туберкулеза, конечно, актуальна для Беларуси. И Беларусь входит в число приоритетных, 18 приоритетных стран по уровню заболеваемости и смертности. Существует большой потенциал в плане более эффективного использования ресурсов, имеющихся ресурсов в стране. И Беларусь вполне в состоянии обеспечить сама себя. У Брестской области уже досягнули отметных поспехов в борьбе с сухотами. У региона самая меньшая в республице колькость хворых. За минулый год новых выпадков выявлено на 30% меньше. Свою эффективность доказывает и пилотный проект новой модели финансирования фтизиатричной допомоги. И он дозволяет переразмерковывать сродки со стационарного лечения на амбулаторный этап. Новая модель, она еще раз ставит акцент на усиление контролируемого амбулаторного лечения и предоставление различных возможностей получения этого лечения в условиях и дома, и диспансера, и амбулатории врачебной, и ФАПа, и иных условиях, которые будут удобны пациенту. Падчас рабочай сустрэчы медыкі, прадстаўнікі Міністэрства і Сусветнай арганізацыі аховы здароўя прааналізавалі вынікі ў рэалізацыі праекта, а таксама распрацавалі так званы маршрут пациента и абмеркавалі стварэнне нормативной базы укоренения новой модели оказания допомоги. Проект действительно очень интересен, потому что прежде всего это использование нового подхода, пациентоориентированного подхода, это контролируемое лечение, а значит использование комплексного подхода в лечении пациента. Если он хорошо себя зарекомендует, а есть уверенность, что он хорошо себя зарекомендует в Брестской области, то он получит свое распространение в ближайшие годы и в республике. Евгения Мороз, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».